Программа «Своими глазами». Еще раз добрый вечер. 22 часа 11 минут в Москве. Это радиостанция «Эхо Москвы». Программа «Своими глазами». В студии ведущие София Шеварднадзе и Тихон Зитко. Еще раз добрый вечер. Привет. И мы приветствуем нашего гостя. Это публицист, телеведущий Виталий Портников. Виталий, добрый вечер. Здравствуйте. Для чего Украине Европа? Звучит наша сегодняшняя тема. Наверное, и о том, для чего Европе Украина, или для чего Европе Украина не нужна, или для чего Украине Европа не нужна. В общем, будем говорить об этом, о том, что обсуждается все последние недели и будет, вероятно, и в ближайшие недели еще более активно обсуждаться в свете предстоящего саммита, на котором будет решаться вопрос о том, состоится подписание договора об ассоциации Украины с Европой или не состоится. Но прежде чем мы начнем, давайте я напомню, +7 985 970 45 45, это номер для сообщений СМС, также сообщения с вашими вопросами, комментариями и мнениями присылайте с помощью Твиттера, аккаунта «Вызван», и с помощью нашего сайта в интернете www.echo.msk.ru. Итак, в последние недели можно было слышать мнения абсолютно противоположные, что да, точно подписание состоится, нет, точно подписание не состоится. На ваш взгляд, как ситуация выглядит на сегодняшний день? Этого никто не знает. Невозможно комментировать шизофрению. Шизофрению с чьей стороны? Со стороны украинской власти, безусловно. Почему вы это называете шизофренией? Потому что когда представители высшего государственного руководства в своих действиях не руководствуются какими-либо реальными государственными интересами страны и плохо представляют себе, в чем состоит их собственный интерес, это называется шизофренией. Но поскольку я не психиатр, а политический аналитик, я не могу это комментировать. То есть люди, кажется, которые берутся это комментировать, но я не готов. То есть вам кажется, что Янукович не определился, хочет он в Европу или нет? Он, может быть, в данный момент уже и определился, но этот данный момент может измениться завтра, послезавтра. Это же зависит от того, на данный момент каково его мнение? Не знаю, этого никто не знает. Сегодня были сообщения, что он якобы сказал еврокомиссару Штефану Фюле, который находился в Киеве, что он не будет подписывать. Но что произойдет завтра? Это ведь зависит от очень многих вещей. От расположения звезд. Потому что вы знаете, что правители в таких странах, они могут ходить к гадалкам, к звездочетам, к старцам. Это определяет их состояние души. Ну, вы точно знаете, что он ходит к гадалкам, или это слухи? Или предположение? Я говорю об общей модели существования подобной власти. Я не говорю лично о Викторе Януковиче. То, что он ездит на Афон, это факт, это он не скрывает, правда? Ну, это чуть-чуть другое. Да. Нет, то же самое. Это то же самое. Когда человек ездит на Афон и беседует со старцами о государственных проблемах. Ну, откуда дальше о государственных проблемах? Может, о духовных каких-то своих проблемах? Президент государства в любом случае, когда о чем-то беседует, это так или иначе сказывается на его отношении к жизни. Он же не работает не дворником у вас, а главой государства. Один момент. Другой момент, то, как реально с Россией складываются отношения. То есть, и как он верит в то, что ему говорят. Потому что сегодня может верить, завтра может не верить. Кто-то пришел в кабинет, рассказал одно. Кто-то пришел в кабинет, рассказал другое. Кто-то пришел в кабинет, рассказал третье. Кто-то позвонил из Брюсселя, кто-то позвонил из Вильнюса, кто-то позвонил из Вашингтона, кто-то позвонил из... Когда у человека нет четких ориентиров в жизни вообще, никто не может его предсказать. А что может оказать на него давление? Неизвестно. Вообще ничто? Нет, что-то может, но это непонятно. Ну хорошо, а вот последние разговоры в Верховной Раде о том, что давайте мы все-таки сделаем так, чтобы Тимошенко поехала и лечилась в Германии, и не имеет никакого значения, что говорят в Верховной Раде. В Верховной Раде ждут отмашки из администрации президента, точно так же, как в Государственной Думе ждут отмашки от администрации президента. Верховная Рада, с точки зрения настроения большинства депутатов, ничем не отличается от российского парламента. Скажет Янукович голосовать, они проголосуют хоть за избрание Тимошенко председателем Верховного суда. То есть вы хотите сказать, что реально оппозиции в Верховной Раде не существует? Не существует. Хорошо, почему удивляетесь? Мне казалось, что все-таки Украина демократическая страна. Я вас разочарую. Президент Янукович – почетный представитель партии регионов. Эта партия оказывает ему поддержку на выборах главы государства. И она полностью им контролируется. Когда прозвучали какие-либо во фракции партии регионов несмелые от некоторых депутатов замечания, что они хотят не с ассоциацией с Европейским Союзом, а таможенного союза, была встреча с Януковича с этими депутатами, с фракцией партии регионов, после чего все они сказали, что они с удовольствием проголосуют за все евроинтеграционные законы. Не потому, что они хотят в Европу, а потому, что они нужны самой Украине. Но один депутат от фракции партии регионов, как вы знаем, отказался голосовать. Это Сергей Марков, лидер такой пророссийской партии «Родина». Он вышел из фракции, сейчас он лишен депутатского мандата, находится в местах не столь отдаленных. Партия его фактически перестала реально существовать. Телеканал, который ему принадлежал в Одессе, лишен лицензии.
Это все очень просто. Скажите, пожалуйста, Виталий, вот вы начали вы, собственно, начали с того, что сказали, что Янукович человек, не понимающий, в чем интерес и противоречащий интересам Украины. А в чем интерес Украины в ассоциации с Европой? Ассоциация с Европой для Украины — это что? Какие здесь плюсы? Вот я вам уже говорил, что несколько недель назад на этом самом месте сидел советник президента России Сергей Глазьев, который на протяжении часа убеждал меня и Ольгу Бычкову, а также наших слушателей в том, что ассоциация с Европейским Союзом как раз находится абсолютно в разрезе с интересами Украины. Я думаю, что мы с Сергеем Глазьевым находимся по разные стороны добра и зла просто. И я упоминаю Сергея Глазьева не потому, что Сергей Глазьев, а потому что его позиция. Да, я даже не готов сейчас обсуждать какие-либо экономические выкладки. Они могут быть разные. Я вообще считаю, что разговор о цифрах, ситуация, когда речь идет об Европейском Союзе или о таможенном союзе, это вообще не совсем точные сравнения, потому что Европейский Союз сравним с будущим Евразийским Союзом, если он возникнет. Это сложная структура с наднациональными органами. А таможенный союз сравним с зоной свободной торговли в Евросоюзе. Это лишь часть нашего соглашения об ассоциации. Но в любом случае, для Украины, если говорить с точки зрения геостратегических и цивилизационных интересов нашей страны, это именно ценностный выбор. Так можно не считать большая часть украинского общества. Но это вот та демократия, о которой говорил Софико. Это... Перед эфиром. Или сейчас? Во время. Сейчас, да. Во время. Это независимый суд. Это независимая прокуратура, это законодательная власть, которая имеет авторитет, это регуляторы экономических отношений, которые позволили бы создать общество равных шансов. Ведь Евросоюз не просто подписывает ассоциацию, он требует от Украины изменения законодательной базы, которая бы изменила ту олигархически-номенклатурную модель существования нашего общества, которое в наших странах, и в России, и в Украине, она общая. Это модель олигархического уничтожения государственных устоев. Это модель выхолащивания общественной жизни. А вы уверены, что эта модель работает на нашем пространстве? Потому что, например, в Греции, мне кажется, что немного чего изменилось после того, как Греция вступила в Евросоюз. Я так не думаю. Потому что я считаю, что в Греции есть живая политическая жизнь. Есть живая конкуренция. Так живая политическая жизнь на Украине есть. По сравнению с нами, во всяком случае, она есть. Это иллюзия. Потому что в Украине все решения принимаются в одном единственном кабинете. Кабинете президента Украины. И я бы не стал бы говорить, что живая политическая жизнь – это конкуренция кланов, которую мы наблюдали в годы правления Виктора Ющенко. Живая политическая жизнь, Софико, это конкуренция идей. Это то, чего на постсоветском пространстве действительно нет, но может быть, если будут созданы соответствующие социальные институции для этого. Если появятся люди, заинтересованные в защите своего дела и своей собственности, не так, как в этом заинтересованы олигархи, которые являются паразитами государственного бюджета. Людьми, которые никак не хотят развития собственной страны, потому что они без этих преференций теряют возможность реальной конкуренции между собой. Они конкурируют как паразиты, как кровососы. А в реальной экономике такие люди ни на что не способны. И в этом смысле какой-нибудь Абрамович, Прохоров или кто-то еще ничем не отличается от какого-нибудь Ахметова или Коломойского или еще кого-то из украинских олигархов. Это все люди, не способные к реальной экономической конкуренции. Виталий, скажите, пожалуйста, вы сказали, вот Янукович непонятно, что он думает, определился он, не определился, а народ, он хочет в Евросоюз? Тут есть тоже одна большая проблема. Потому что о тех ценностях, вещах, которые я говорил, я не уверен, что европейское общество и украинское общество об этом всерьез задумывается. Потому что с обществом необходимо вести работу с соответствующим политическим силам. Работа с украинским обществом, как правило, всегда ведется вот в этой системе доказательств, о которой говорил господин Глазьев. Кто-то говорит с калькулятором в руках о том, какая будет выгода от Европейского Союза. Кто-то с таким же калькулятором, только покрашенным в цвета российского триколора, говорит о том, какая будет выгода от сотрудничества с Россией и как Украина может быть наказана, если она отвергнет эти щедрые предложения соседней страны. Общество привыкло жить в этих категориях выгоды. Я даже не стану его обвинять. Это постсоветское общество. Оно прошло через разочарование 90-х годов. Оно увидело, что такое модель успеха. Янукович яркая иллюстрация этой модели успеха. Понимаете, если можно достичь успеха так, как Янукович, то зачем все эти глупые, интеллигентские, размазанные манной кашей по блюдцу ценностей, о которых мы с вами разговариваем? Нет. И поэтому, безусловно, большинство сегодня украинских граждан, они выступают за европейский курс. Но они связывают с ним быстрое улучшение жизни. Это что-то похожее на поддержку в 2004 году оранжевой революции Виктора Ющенко. С этим связывали не ценностные изменения, а улучшение жизни.
И оказалось, что общество не готово за ценностные изменения не выступать, не бороться. А что вы подразумеваете под словосочетанием «ценностные изменения»? А я вам уже говорил. Это создание общества равных возможностей. Это декоррумпирование общества. Но это происходит как? Это в чем в смысле ценностных изменений заключается вот этот... Необходимы соответствующие юридические шаги. С Европейским Союзом договор, да? В договоре с Европейским Союзом очень многие вещи прописаны. В изменении законодательства. Создание Высшего Совета Ассоциации. Это, кстати, в других соглашениях об ассоциации Европейского Союза с другими странами этого органа нету, который рассматривает проблемные вопросы. И таким образом любые изменения, которые происходят далее, в экономическом, если угодно, присутствии Украины на европейском рынке, они так или иначе связаны с имплементацией европейских норм. То есть Украина, не влияя непосредственно на саму структуру, на саму ткань Европейского Союза, она становится у себя дома в большей степени Европой, чем той фактически постсоветской провинции, которой она является сегодня. И это важный момент. Я еще раз говорю, я совершенно не стану тут говорить, потому что я не политик, мне не нужно, чтобы за меня кто-то голосовал, что эти вещи приведут к быстрому изменению уровня жизни людей. Нет. Но они дадут людям шанс. У нас сейчас большинство молодых людей, по социологическим опросам 70-80%, они хотят из Украины уехать. Они не хотят жить в собственной стране. Я не считаю, что это связано только с тем, что у них нет денег. Это связано с тем, что у них нет шансов. И вот это важный момент. Создать у этих людей, прежде всего у этих людей, ощущение того, что в их собственной стране для них этот шанс есть. Мне кажется, что вот это и есть суть этой ассоциации. Ну да, вот здесь, собственно, отчасти в продолжение, а отчасти не в продолжение, а в каком-то смысле повторение всего того, о чем вы говорите, задает вопрос Виктор. Ценностный-то ценностный выбор, но украинские экономисты реально считали, что они будут кушать и чем греться через полгода в случае подписания с Евросоюзом. Вот это вот, я еще раз говорю, вот это вот попытка подменить суть калькулятором. Понимаете? Это может быть попыткой, но если вы встанете перед реальной проблемой, что потом делать? Есть очень простая проблема, действительно. Она связана с тем, что украинская экономика доведена до ручки. Это правда. Ей необходимо заимствование. Либо европейские и кредиты Международного валютного фонда, либо помощь России. Никаких других шансов нет. Я могу рассказать, что будет в том либо в другом случае. Давайте. В случае европейских заимствований кредитов будет контроль над этими деньгами, над этим кредитом. Он не может не быть. Так или иначе придется принимать огромное количество непопулярных решений. Грецию же не проконтролировали. Сколько раз они уже бейлаут делали в Греции? 3 раза. Кто проконтролировал эти суммы? Никто. Тем не менее, Греция начался экономический рост. Тем не менее, греческая политическая элита вынуждена идти на очень многие шаги, которые еще раньше в Греции казались невозможными. Тем не менее, в Греции уменьшается рост настроения не фашистского, а реваншистского характера. Вы знаете, что произошло с партией «Золотая заря», которая вроде бы поднялась уже на почти высший уровень своего успеха за всю историю политической жизни Греции, если так убрать режим черных полковников. А сейчас, в общем-то, общество достаточно толерантно отнеслось к фактической делегитимизации этой партии. Так что тут можно много говорить. Греция — это другая немножко история, потому что еще я считаю, что в Греции есть общество. Там есть профсоюзы, способные выводить людей на улицы. Есть другая энергия протеста. Она может казаться безумной, но она существует. Это сознательный протест. В Украине этого нет. Пока что. Но повторюсь, что я считаю, что европейские нормы контроля, они все-таки более действенны, чем российские. Если представить себе, что Россия в самом деле даст Украине денег, во-первых, я не знаю откуда. Потому что мы с вами каждый день говорим о состоянии российской экономики. Мы говорим о том, какие проблемы с помощью Белоруссии. Украина не Белоруссия. Украине нужно, по большому счету, огромное количество денег для того, чтобы она смогла преодолеть эту ситуацию. Даже если представить себе, что эти деньги откуда-то будут взяты, я считаю, что из российского бюджета. Я считаю, что они будут оторваны от тех денег, которые должны пойти хотя бы на помощь Беларуси. Вот других денег нет, невозможно их придумать. То они будут разворованы на Украине. В любом случае. И после этого будет то же самое, придем к тому же, что и имеем сегодня. Никто не удержится от этого разворовывания. Просто крах будет отложен там на полгода, на год. Но он состоится в любом. Ничего не изменится. А вот все-таки, если вернуться к этому договору, который может или может не быть подписан в Вильнюсе, допустим, Янукович уже определился. Для него большая проблема что? Что со стороны Европы то, что Тимошенко сидит, или то, что Путин может поднять цены на газ? Мне кажется, что вопрос поднятия цены на газ для него как таковой не стоит.
потому что больше, чем цена Вам кажется, поднята... что Россия не будет манипулировать газом, если Украина подпишет? Уже сегодня фактически Украина существует без такой зависимости от российского газа, который существовал еще несколько лет назад. То есть этого инструмента этого инструмента как такового уже не существует. Кроме того, есть еще одна большая проблема, что для России Украина сейчас это один из самых важных рынков поставки газа. Она может перестать поставлять газ в Украину, но она останется без огромного количества прибыли, которую она имеет от этого рынка. Потому что украинская экономика самая энергоемкая в Европе. Можно от нее отказаться. Но это как зарезать курицу на собственном приусадебном участке, просто потому что нам не нравится. Но я думаю, что тут дело не в газе. Янукович может бояться экономических санкций России, да, безусловно. Но гораздо в большей степени он может опасаться самого факта оживления политической жизни. Янукович решает другую проблему. Он решает проблему 2015 года, своего переизбрания на второй срок. Потому что Янукович дошел до такого уровня контроля над властью, когда потеря на власти для него сопряжена с рисками личного характера, не только финансового. Он не может отдать власть. Он находится в той же ситуации, в какой находится любой президент такого государства, в какой находится Александр Лукашенко, в какой находится Нурсултан Назарбаев, в какой находится Ислам Каримов и Владимир Путин. Эти люди не могут отдать заложник власть. Окружения. Он заложник своих собственных поступков. Владимир Путин совершил столько собственных поступков за годы после того, как он получил власть из рук Бориса Ельцина, что он не может эту власть никому передать. Этим от Ельцина отличается. Ну, разве что номинально, как это мы видели несколько лет назад. У Януковича такая же ситуация, только гораздо более суровая, потому что украинские олигархи, пожалуй, более авторитетны в своих действиях и возможностях, чем олигархи российские, потому что в Украине есть парламентская оппозиция, в России ее нет. Так вы же говорите, что нету этой оппозиции. Ее нету на уровне контроля за голосованием, но она есть на уровне народных настроений. Тем не менее, по партийным спискам, которые могли бы быть единственными, если бы не изменение формулы голосования в Верховной Раде, оппозиционные партии получили большинство. Вы скажите, вот заговорили об оппозиции, партия Тимошенко, ей выгодно быть оппозицией без Тимошенко? Нет. То есть она все-таки хочет, чтобы Тимошенко вышла из тюрьмы? Вне всякого сомнения. Скажите, вот мне хотелось бы вернуться все-таки к этому вопросу как-то, что ли, в какой-то перспективе для Украины и как-то глобально, что ли. Это движение в сторону подписания ассоциации, это насколько для Украины способ уйти от России? Или это есть, но далеко не в первых каких-то строчках? Я думаю, это все-таки для украинских олигархов и для Януковича это, вероятно, способ уйти от России. Вот поэтому они думают, нужно им уходить или не уходить. Для украинского общества в целом это скорее способ перейти на другие ценностные рельсы. Понимаете, ведь мы существуем как какие-то белки в колесе с вами. Мы все время идем по этому кругу. Туда-сюда, туда-сюда, туда. Ничего не происходит. Проходит десятилетие, а мы живем в том же самом болоте, в той же самой трясине, которую мы с вами оставили в 1991 году. Уже этого государства нет, уже нет коммунистической партии, а трясина остается, вот это вот безверие людей, неспособность к собственному развитию, патернализм общества, вороватость элит, цинизм, контроль над средствами массовой информации, отсутствие реальной судебной системы, отсутствие реальных правоохранительных органов. Это же все есть, это было все в 90-е. Для украинского общества важно не от России уходить. От России-то мы ушли, извините меня, 24 августа 1991 года. И, кстати говоря, впервые это прозвучала, эта новость в эфире этой радиостанции, я вам должен сказать. Как это удивительно. Но перехода на другие ценностные рейсы, оно не произошло. Это в российском понимании есть какая-то иллюзия, что Украина может куда-то уйти. Это самозабирование. Украина ушла. В 91 году эта история завершилась. Смотрите, мы сейчас сделаем небольшую паузу. Это новости в эфире «Эхо Москвы». После этого вернемся в студию, продолжим программу «Своими глазами». Напоминаю, наш сегодняшний гость Виталий Портников. Программа «Своими глазами». Программа «Своими глазами». Мы продолжаем программу «Своими глазами». София Шварнадзе и Тихон Зитко – это ведущие программы. И наш гость – публицист и телеведущий Виталий Портников. Для чего Украине и Европе? Тема нашего сегодняшнего разговора. +7 985 970 45 45. Номер для сообщения СМС. Сообщения в эфир. А сообщений здесь много. Можно присылать также с помощью Твиттера, аккаунту «Вызван», и с помощью нашего сайта в интернете www.echo.msk.ru. Мы сейчас до новостей говорили о том, что Украина
Украина уже с 91 года ушла от России, это Россия думает, что Украина все еще ее. Так если Украина уже ушла с 91 года от России, то зачем столько взвешивать, чего бояться? Почему вообще вопрос стоит, Россия или Украина? Мне кажется, я ответил на этот вопрос. Или Европа. Я имею в виду, Россия или Европа? Нет, вот Россия или Европа. Почему тогда столько взвешивать? Что Янукович боится, что он не переизберется в 2015 году, если он подпишет этот договор с Европой? Конечно, потому что этот договор обусловлен тем, что он должен выпустить Юлию Тимошенко. Значит, уже меняется политическая ситуация. Или не обусловлен, потому что здесь разговоры о том, что если Тимошенко пошлют все-таки лечиться в Германию, то Европа все-таки подпишет этот договор. Если пошлют лечиться, конечно. Если Тимошенко будет освобождена, то есть произойдет Но это же не совсем освобождение, это типа временная отсылка Тимошенко, нет, чтобы она вылечилась. Такого нет. Европейцы требуют. Ну, хорошо, если она останется в заключении, вы абсолютно отрицаете, абсолютно исключаете вариант, при котором Европа пойдет? Я считаю, что это будет удар по престижу Европейского Союза, который потом будет очень трудно объясниться. Нет, это, смотрите, это оценочное. Вы исключаете полностью такой вариант? Я допускаю, что в Европейском Союзе есть страны, которые готовы на это пойти. Но, насколько я понимаю, консенсуса по этому вопросу в Европейском Союзе нет, и его нельзя достичь. А можно еще вот один вопрос? Абстрагируйтесь от Януковича. Я вообще абстрагирую. Да, Россия или Европа? Для Украины всегда вот так ставится вопрос. Если Украина пойдет с Европой, то мы теряем Россию, если с Россией, то нет Европы. А почему нельзя иметь и то, и другое? Вот неужели, если вы будете частью Европейского Союза, обязательно теряется все с Россией? Я вас спрашиваю, так стоит вопрос? Так стоит вопрос в российском сознании. Политическом. Так стоит вопрос в голове Сергея Глазьева, Владимира Путина, не знаю еще кого-то, но еще раз говорю, я не врач. Совершенно очевидно, что если Украина подписывает соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, это даже не полноправное членство, продолжая при этом находиться в зоне свободной торговли СНГ, имплементируя соглашение с таможенным союзом, которые не мешают ее экономическим обязательствам, это вообще ничего не меняет. Вот сейчас говорят о том, что Украина должна вступить в таможенный союз, да? Ну, так говорит Путин. Вот что такое таможенный союз, если мы реально посмотрим? Это механизм экономических взаимоотношений России, члена ВТО, с двумя странами, которые в ВТО не вступили. Белоруссией и Казахстаном. Казахстан ведет переговоры, Белоруссия далека от этого, как от Луны, Земля. И фактически, для того, чтобы иметь цивилизованные экономические отношения с подобными государствами, необходимо выработать с ними единый таможенный тариф. Украина член ВТО. Даже если предположить теоретически, что она бы вступила в таможенный союз, ничего бы от этого в ее отношениях с Россией бы не изменилось. Потому что отношения России и Украины регулируются не таможенным союзом, не какими-то привнесенными псевдоинтеграционными нормами, а членством двух стран ВТО и участием в зоне свободной торговли СНГ. Поэтому совершенно очевидно, что если бы Украина подписала, я надеюсь, что это рано или поздно произойдет, соглашение о зоне свободной торговли и об ассоциации с Европейским Союзом, это никак бы не изменило наших экономических отношений. Что касается наших политических, цивилизационных отношений, то мне вообще странно об этом слышать. Потому что цивилизационные связи России и Украины таковы. Я же не говорю о большом количестве людей, которые говорят по-русски в нашей стране, о экономических связях, о культурных связях, что их невозможно изменить никакими документами. Нельзя сказать, вы знаете, мы вступили в Европейский Союз, мы вас больше не знаем. Мы соседние страны. К нам приезжает огромное количество людей из России, огромное количество людей из Украины ездят в Россию. Это не изменится никогда. Просто начнет, конечно, с годами меняться сама Россия, это понятно. Мы уже приходим к ситуации, когда российская экономическая модель начинает себя исчерпывать, и рано или поздно мы сами увидим ее крушение, а значит, крушение той псевдополитической структуры, которая здесь была насажена искусственным путем в 90-е годы. С такой новой Россией новая Украина будет иметь прекрасные отношения. И я не сомневаюсь, что такая новая Россия, она будет реальной геополитической доминантой евразийского пространства. Так вы все-таки верите, что будет новая Украина? Я верю, что будет новая Украина, я верю, что будет новая Россия. Я просто знаю, что экономические системы обеих стран, они подходят к своему завершению. Знаете, я еще в 91 году писал, что, в принципе, если не будут проведены никакие экономические реформы реальные на постсоветском пространстве, то нам максимум нужно будет 25 лет, чтобы исчерпать оставшуюся от Советского Союза экономическую структуру. Эти 25 лет подходят к концу. В принципе, мы сейчас с вами находимся в том же состоянии, в котором мы с вами находились в конце 80-х и 90-х годов, когда обрушился Советский Союз. Единственное, чего бы мне хотелось, чтобы у российских политиков сохранилось здравомыслие
которое помогло бы сохранить территориальную целостность государства в этом период тяжелейших испытаний, а украинских хватило бы здравомыслия, чтобы не раскалывать украинское общество, которое действительно имеет определенные линии противостояния по целому ряду культурных и языковых сегментов. А сейчас этот вопрос остро стоит в Украине? Сейчас не так остро, потому что сейчас люди заняты выживанием. А выживание это непростое. Потому что каждый день количество денег уменьшается и уменьшается. А что изменилось после того, как Ющенко перестал быть президентом, а Янукович возглавил страну? Качество жизни. Качество жизни стало ухудшаться, потому что это ухудшаться. Конечно, это не связано с изменением Ющенко на Януковича. Это связано с тем, что страна так и не просто не отправилась от кризиса, а она продолжила это вхождение в кризисное пике уже в новой ситуации, в ситуации тотального разворовывания ресурсов. Потому что авторитарный режим... А при Ющенко не было так? При Ющенко было, как я вам говорил, соперничество кланов. Поэтому один клан контролировал другой. Даже их было 3. Собственно, клан Ющенко, клан Тимошенко и клан Януковича. Янукович при Ющенко был 2 года в общей сложности премьер-министром. Этот взаимный контроль, так или иначе, сдерживал от тотального разворовывания. Сейчас клан один. Сейчас все это решается на самом верху. И таким образом можно совершенно спокойно обгладывать это дерево до основания. То есть получается, что мы передачу за передачей записываем Украина, европейский путь или российский, но на самом деле там камень преткновения в собственных амбициях Януковича, который просто хочет переизбраться, а не в том, что он боится России, там, потерять Россию. Безусловно. Или разгневать Янукович Путина. реально решает вопрос, с кем ему будет комфортно сожительствовать, чтобы в 2015 году опять стать президентом. Это вопрос выбора сожителя, а не вопрос исторического пути. Смотрите, если говорить про фактор Юлии Тимошенко и не про отношение Европы к этому, хотя, с другой стороны, давайте сначала про отношения Европы. Вот спрашивает Дмитрий, из-за Тимошенко Евросоюз может отложить соглашение об ассоциации? Безусловно. И здесь я хочу обратить внимание именно на слово «отложить». Потому что если сейчас не происходит в Вильнюсе ничего, это означает, что все, до свидания, поезд ушел, или через какое-то время можно вернуться к этому разговору, и если можно, то через какое? Соглашение существует полностью, его текст согласован. Вопрос его подписания будет зависеть от того, насколько Украина будет соответствовать тем условиям, которые выдвинуты Европейским Союзом для подписания соглашения об ассоциации с ней. Когда это будет происходить, никто сейчас не скажет. В следующем году, как вы знаете, будет меняться состав Европейской комиссии. В 2015 году будут президентские выборы в Украине. Я рискнул бы предположить, что после президентских выборов, в зависимости от их результатов, Европейский Союз мог бы вернуться к теме соглашения об ассоциации. Но то есть я прошу прощения, 26 ноября, эта дата, насколько она является исторической для Украины в плане ее какого-то самоопределения? Если бы соглашение было подписано, это была бы историческая дата для Украины, потому что она зафиксировала определенный путь, определенную тенденцию. Если соглашение не будет подписано, по-моему, 28 все-таки ноября. 28, да. Да, 28 дойдется саммит в Вильнюсе. Если оно не будет подписано, это не будет историческая дата. Это будет просто еще одно подтверждение того, что украинская власть не соответствует тем государственным задачам, которые она должна была бы решать, и что выбор будущего Украины отложен. Ну, а если все-таки будет подписано, вы скажете, что Янукович отказался от собственных амбиций? Я буду считать, что Януковичу не было другого выхода, кроме как выбрать этот вариант сосуществования. Вот что я скажу. Выбор есть всегда. Я думаю, что Янукович подпишет это соглашение с Евросоюзом только в том случае, если у него не будет никакого более удобного выбора. Как и если он не подпишет его и будет договариваться с Россией. Если говорить про Юлию Тимошенко, какие здесь для Виктора Януковича плюсы, минусы, факторы, определяющие, выпустят ее, не выпустят ее? Это исключительно выборы 2015 года или что-то еще? Тихо. Я, честно говоря, не знаю, что первично. То есть, не хочет ли он подписывать соглашение, потому что он боится Юлии Тимошенко на свободе, или он использует фактор Юлии Тимошенко для того, чтобы не подписывать соглашение. Этого не знает никто, и самое страшное, что, я думаю, этого не знает и он сам. Но она реально угроза? Да. Она может стать президентом, если ее выпустят в 2015 году? По социологическим опросам Виктор Янукович проигрывает любому представителю оппозиции, который выходит с ним во второй тур. Проблема в том, насколько реально для Юлии Тимошенко участие в президентских выборах. Будет решение Европейского суда по правам человека. Скорее всего, оно будет позитивно и отменит приговор, который ей был вынесен. Но при нынешней ситуации в судебной системе страны она может быть приговорена еще по десятку самых неимоверных обвинений. Можно все что угодно придумать, хоть прописать и покушение на Ленина в 2017 году.
Давайте посмотрим еще вопросы здесь на СМС. Если выборы были бы сейчас, какой был бы расклад? Уже сейчас Виталий сказал, что Виктор Янукович с треском пролетает. Не с треском, он получает хороший результат, у него есть ядерный электорат. Просто поймите, что наше население, оно расколото региональным образом. Есть Восток, у Януковича нет на нем никаких альтернатив. Есть Центр и Запад. Выборы президента во многом зависят от настроения жителей Центра. Вот сейчас жители Центра, учитывая всеобщее разочарование в политике нынешней власти, они склоняются скорее на сторону оппозиционного кандидата. Поэтому это не треск. И Виктор Янукович проиграет в любом случае достойно, если он проиграет. Потому что это просто как посчитают. А это тоже вопрос стати Европейского Союза. Потому что в ассоциации с Европейским Союзом будет считать гораздо труднее, чем договориться с Россией, согласитесь. А вот к разговору про Виктора Януковича и выборы 2015 года, правильно ли я понимаю, сейчас вы меня поправите, если я ошибаюсь, что не так давно были приняты некие поправки, которые серьезно мешают Виталию Кличко принимать участие в выборах? Да, я думаю, что Виталий Кличко может выйти из президентской гонки. Это вот то, что касается 10 лет... Этот закон регламентирует тот факт, что есть человек, который имеет вид на жительство в другой стране и может платить налоги по месту своего постоянного проживания. Угу. Но одновременно этот человек, это как бы либерализация налогового законодательства. И как бы внешне ничего плохого нет. Что если вы живете в другой стране, у вас вид на жительство в Германии или во Франции, вы там платите налоги, не должны платить их в Украине, если вы предоставляете этот вид на жительство. Но одновременно закон признает вас не проживающим в Украине. Автоматически. Ну вот, у Виталия Кличко есть вид на жительство в Германии. Он платит там налоги. То есть это закон имени Виталия Кличко? Фактически, да, потому что я, в принципе, сейчас не вижу никаких юридических возможностей. Так, если будет желание у власти его применить, она его применит. А кроме Кличко и Тимошенко есть еще какой-нибудь достойный кандидат, который мог бы... Арсений Яценюк. Он тоже может вполне быть реальным кандидатом. Я же еще раз говорю, тут важна фигура, которая будет символизировать единство оппозиционных настроений. Здесь спрашивает Виктор, ваше мнение, как в идеале бы надо сейчас поступить в Украине, но мне кажется, что ваш ответ понятен. Ваш ответ сделать все для подписания этого документа. Сделать все для подписания и выпустить Юлию Тимошенко. А кто вот сейчас больше волнуется об этом договоре, об я или подписании? Нет. Вот в России больше шума вокруг этого или в Украине все-таки? В Украине, конечно. То есть это очень важное событие, конечно, для Украины тоже. Ну, просто общество уже устало, мы каждый день об этом говорим. И каждый день мы находимся в состоянии полной шизофрении. Примут, не примут, подпишут, не подпишут. Собираются парламентарии обсуждать какие-то поправки. Потом они расходятся и говорят, там 5 законов мы ни один не могли принять. И Янукович делает противоречивые заявления. Азаров делает противоречивые заявления. Общество живет в состоянии полной политической шизофрении. Все остальные вопросы отошли на третий план. 29 ноября будет похмелье. Эти вопросы возникнут. Это будут вопросы экономического существования. У нас есть 2 фразы. Сегодняшняя фраза премьер-министра Азарова, которая утверждает, что правительство не может предоставить бюджет без договоренности с Россией. И фраза первого вице-премьера Арбузова, который получал несколько дней назад, о том, что правительство не может составить бюджет, не зная результата Вильнюсского саммита. На самом деле это экономическая фиаско. Я думаю, я не должен вам объяснять, что бюджет не зависит от результатов договоренности с третьими странами. Поскольку признается, что без заимствований тех или других, потому что российские заимствования могут быть в форме какой-то такой опосредованной, украинское правительство не может составить бюджета, это и говорит о том, что денег нет. В принципе, многие экономисты в таких частных беседах говорят о том, что золотовалютный запас вообще может исчезнуть к октябрю следующего года. Его не будет. А это означает, что ближайшие месяцы уже могут привести к таким экономическим последствиям, которых украинцы еще не знали за всю свою новейшую историю. В этом проблема. Это главная проблема. Именно поэтому я и говорю, что поскольку исчерпался ресурс, это, кстати, не мои слова, это слова того же премьер-министра Николая Азарова, который сказал, что украинская экономика исчерпала свой нынешний ресурс. Так что это не злопыхательство, это всего лишь цитаты. Так вот, если не будет изменений самой структуры экономики, реальных реформ, мы просто не выживем. Скажите, а вы допускаете, что Янукович может не сам баллотироваться, а все-таки преемника привести? Вот очень многие, кстати, Арбузова называли реальным преемником Януковича, которого он готовит. Не допускаю. Янукович может не тот человек, который передает власть преемникам. У него есть еще один срок.
после этого одного срока, я думаю, что он может думать, что ему делать, баллотироваться на третий срок, меняя Конституцию, или передать власть преемнику. Я причем не уверен, что это должен быть обязательно Арбузов, тогда уже будет достаточно в солидном состоянии Александр Янукович. Он достаточно, так сказать, уже влиятельный бизнесмен, почему он не может быть преемником отца? Не вижу в этом ничего для постсоветского пространства нереального. А вы можете подписать этот договор с Евросоюзом, а Янукович, он выиграет выборы? Да. Я более того считаю, что в случае подписания этого договора у Януковича есть все возможности выиграть выборы. Как это ни парадоксально звучит. Потому что таким образом исчезает идеологизированность повестки дня. Янукович евроинтегратор и оппозиция евроинтеграционная. Янукович говорит о реформах и оппозиция говорит о реформах. Янукович говорит, что надо как-то потерпеть, но все будет лучше, и оппозиция говорит, что надо. По сути, тогда в каком-то смысле и исчезает вот это вот вечное разделение на восток, который идет в сторону России, якобы, и запад, конечно, который идет в сторону парадокс ситуации состоит именно в том, что для Януковича самый простой способ выигрыша выборов без фальсификации – это подписание соглашения. А вот если он не подпишет соглашение, тогда лагеря определятся. Опять будут четкие два идеологические разделения. Мы хотим на Запад, к Европе, цивилизации, а мы хотим быть вместе с Россией, хотя тоже как будто бы мы с ней не находимся, потому что они же не могут договориться. Тут есть еще одна проблема с Москвой. Скажите, а на ваш взгляд, вот подписание договора об ассоциации, оно больше нужно кому? Украине или Европе? Украине. Европа может без Украины обойтись. Украинцы, к сожалению, многие так не думают. Тут есть большая проблема, опять-таки, наших обществ, что мы живем в неком, знаете, российско-центричном мире, украино-центричном мире. Когда мы куда-то приезжаем в Европу или в Вашингтон, мы считаем, что нас там просто ждут, и очень удивляемся, когда мы оказываемся 45-ми в очереди за каким-нибудь другим политикам или общественным деятелям и так далее. Не раз так приезжал с украинскими и российскими делегациями и видел их изумление. Оказывается, не только нас здесь ждут, как бы и не только с нами здесь разговаривают. Для Европы соглашение об ассоциации с Украиной – это очень важная модель соседства. Потому что Европейский Союз после своего расширения сейчас решает другую проблему. Проблему комфортного, безопасного и экономически выгодного соседства. В этом смысле соглашение об ассоциации с Украиной, как, впрочем, и соглашение ассоциации с Республикой Молдова и Грузией, которые, вне всякого сомнения, будут подписаны в следующем году. Как, впрочем, и те соглашения, которые сейчас готовятся для балканских стран, для Македонии, для Албании, для Боснии и Герцеговины, они являются такой... Сербия может вступить в Евросоюз. У нее более привилегированная ситуация. Она ведет переговоры о вступлении. Она уже кандидат. Да. Вот. А это другой образ европейского континента, который может быть, с одной стороны, континентом стран Европейского Союза и континентом комфортного соседства. Я считаю, что для европейцев важно это комфортное соседство, но оно не является определяющим с точки зрения судьбы самого Европейского Союза, потому что Европейский Союз определился на данный момент в своих исторических границах. Просто это не границы Европы. И для того, чтобы Европа эти границы имела, необходима эта модель комфортного соседства. Я бы очень, кстати, хотел, чтобы такая же модель комфортного соседства в будущем была выработана и для России. Тогда это будет, в принципе, исчерпывающая модель той Европы от Лиссабона до Владивостока, о которой все время говорил Шарль де Голль. Но одновременно с этим не будет ли подписание договора об ассоциации Украины с Европейским Союзом для Брюсселя таким каким-то хорошим, что ли, инструментом давления на Москву и каким-то козырем, что ли? Вот, дескать, теперь Украина, ваш самый ближайший и один из ваших важнейших партнеров, она теперь наша, в кавычках. Ну, во-первых, я не думаю, что Брюссель как-то реально может давить на Москву. По крайней мере, пока российское руководство окончательно не исчерпало энергетические ресурсы. Этот час, конечно, близится, но ничего не пришел. Во-вторых, Украина никогда не была ближайшим и важнейшим партнером Российской Федерации. Это может существовать только в фантазии господина Глазьева или по программе «Время». Но реально говоря, между Украиной и Россией очень долгие годы уже непростые отношения, во многом, кстати, из-за мифологизации самого этого сотрудничества. Я хотел бы вам напомнить, что когда в 1994 году президентом Украины избирали Леонида Кучму, было полное представление того, что вот теперь Украина наша. Я помню такой огромный подвал в газете «Завтра»,
где на первой странице были Лукашенко и Кучма, говорилось, славянские кандидаты победили. Потом наступило похмелье, разочарование. А в 2008 году точно такие же надежды возлагались на Виктора Януковича. Теперь вдруг он тоже оказывается чуть ли не главным предметом для шуток Михаила Леонтьева. Как так произошло? Что случилось? Почему все время избирают пророссийских кандидатов? Сейчас говорят, а вы знаете, есть чудесный человек Виктор Медведчук. Вот если даже предположить, что Виктор Медведчук стал бы избираемым политиком и был бы избран президентом Украины, через 2 месяца все бы здесь страдали. А что страдаете? У украинского президента есть украинские интересы. Пока человек не входит в этот кабинет и не понимает, сколько всего он может вообще получить, это же олигархическая номенклатурная модель, он может вам обещать все, что угодно. Золотые горы. А когда он в этом кабинете оказывается, у него совсем меняется настроение. Спрашивает Дмитрий, как относятся другие соседи, уж не знаю, кого он имеет в виду, как относятся другие соседи Украины к подписанию соглашения? Я думаю, нормально. Учитывая то, что на последнем Высшем Евразийском экономическом совете было принято решение о том, что страны-члены Таможенного союза должны самостоятельно вводить какие-либо защитные акции относительно Украины. Это означает, что ни Беларусь, ни Казахстан не собираются никаких таких акций вводить. Более того, президент Лукашенко говорил о том, что для него лично выгодно подписание Украины соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. То есть, если говорить о наших постсоветских соседях... Почему это выгодно? Я думаю, потому что белорусская продукция будет поступать в Украину, она может быть более дешевой по сравнению с европейской и так далее, и так далее. Она конкурентоспособна с точки зрения вообще уровня жизни украинского населения. Много могут быть разных у господина Лукашенко мыслей относительно того, как эта прозрачная экономическая граница поможет Беларуси. Это один момент. Другой момент – это то, что с нашими подсоветскими соседями, с Украиной, с Белоруссией, с Республикой Молдова, с Казахстаном по ту сторону российской границы, у нас никаких проблем нет. Все остальные страны, с которыми мы граничим, это Европейский Союз. У нас нет других соседей для вас. Здесь спрашивают, как бы вы оценили польско-украинские отношения сегодня? Я думаю, что в Польше есть определенное разочарование по поводу нынешней ситуации. Польша очень много сделала для того, чтобы Украина оказалась в европейской семье в том или ином виде. Президент Комаровский, бывший президент Квасневский своими действиями в последние годы, в общем, вели себя так, как будто это они президенты Украины, а не Янукович. Я бы сказал, что у президента Комаровского, я нередко критиковал его, кстати, за его, так сказать, мягкую позицию по поводу президента Украины относительно Тимошенко и так далее, было вот высочайшее чувство государственной ответственности по отношению к соседней стране. Я очень редко вижу, когда по отношению к другому государству президент соседнего государства проявляет такой уровень ответственности, терпимости и понимания. Я думаю, президенту Путину нужно было поучиться у президента Комаровского. Может быть, после этого российская внешняя политика не выглядела бы так безумно, как она выглядит сегодня. Хорошо, у нас остается несколько минут до конца. Все-таки ваш какой-то прогноз, скажите, на что вы ставите 28 числа? Подписание, не подписание? Вы знаете, считается, это такое представление о президенте Януковича, его близких, знакомых и друзей, что он гениальный картежник. Он прекрасно играет в карты, поэтому ставить может он. А я не играю в карты. Я руководствуюсь совершенно другой парадигмой. Я знаю, и я бы сказал, все 3 десятилетия своей работы я руководствуюсь этой мыслью, что историю нельзя обмануть. Какие бы решения ни принял президент Янукович, что бы он ни сделал сейчас, какие бы исторические шансы он не упустил бы, я абсолютно не сомневаюсь, что место Украины, как государственного и цивилизационного организма, в европейской семье народов. Более того, я считаю, что для Украины это единственный шанс не только вновь встретиться с теми странами, с которыми она была там 300-400 лет назад в государственном, цивилизационном и политическом единстве, с Польшей, с Литвой. Но это и единственный шанс в будущем встретиться в таком же цивилизационном и структурном единстве с теми странами, с которыми она прожила последние столетия своей политической и культурной истории. С Россией и Республикой Беларусь. Потому что у меня нет никаких сомнений, что экономическая и политическая модель, которая сформирована на постсоветском пространстве, она не жизнеспособна. И никакой другой модели, кроме модели рыночной демократии, вот если рыночной экономики, либеральной демократии, которая предложена Европейским Союзом, на нашем пространстве просто не существует. Мы не можем заменить ту цивилизационную модель, которая есть в Европе, теми цивилизационными моделями, которые существуют, например, в Азии, там, в Китае, в Индонезии. Просто другая цивилизация.
И в этом смысле я не сомневаюсь, что может быть медленно, может быть десятилетиями, может быть с трудными испытаниями, может быть путем переформатирования самих государственных организмов. Но мы к этому придем. И я не ставлю на Вильнюсский саммит. Для меня это просто был бы этап, который чудом мог бы решить какие-то проблемы, которые накопились перед страной. Как чудом, кстати говоря, 24 августа 1991 года была провозглашена наша независимость в результате крушения Советской империи. А не потому, что мы подняли восстание, да? Но не каждому народу везет в истории вот так вот именно на протяжении нескольких десятилетий. Иногда приходится подождать. И поэтому я настроен стратегически оптимистично. У нас очень мало времени. А вам кажется, что сам механизм Евросоюза, он достаточно прочный, потому что там же тоже очень много проблем. Конечно. Экономических, и культурных, и социологических. Вам кажется, что он выдержит тест времени? Я считаю, что Европейский Союз это как организм интересен именно тем, что он может быть переформатирован. Это механизм развивающийся. А переформатирование может быть самое различное. В этом-то все и дело. И мне совершенно очевидно, что, может быть, нынешний Евросоюз будет меняться. И то, что мы сейчас понимаем под Евросоюзом, будет другим через 10, 15, 20 лет. Просто нам было бы, конечно, выгоднее и удобнее находить общий язык с тем Евросоюзом, который есть сегодня. Но если не получится, придется приноравливаться к тому Евросоюзу, который будет завтра с веком. Что ж, спасибо большое. Благодарим нашего гостя Виталий Портников, публицист и телеведущий. Говорили мы об Украине сегодня в программе «Своими глазами». Савко Шварнадзе, Тихон Зитко. Спасибо Всем. Спасибо. Программа «Своими глазами».